Добрый вечер, дорогие телезрители. Рад приветствовать всех в 2024 году. И в первые же дни, такие хорошие трескучие морозы, я бы хотел исправить ошибку своего однофамильца. Я вообще много занимаюсь реабилитацией, скажем так, нивелированием тех косяков, которые допускают очень многие. Накануне завершения 2023 года по многим WhatsApp-группам, которые сидят автолюбители, прокатилась волна, вызвавшая очень большой, скажем так, интерес, если не ажиотаж. Дело в том, что у нас одним из брендов региона, я не побоюсь сказать, служит, извиняюсь, портативный гараж, который в обиходе называют Наташа. Портативный гараж. И сегодня мы говорим об этом явлении, которое стало уже как бы брендом региона. Старший преподаватель автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета, можно сказать, кандидат наук, Евсей Евсеевич Анисимов. Здравствуйте. Здравствуйте. И я не побоюсь этого слова, это родоначальник Наташи. Ну, вернее, родоначальником Наташи был какой-нибудь китаец, наверное, который Ли Сунь. Но, скажем так, вот это явление, оно в некоторых регионах России получило определенные модификации. В нашем регионе эти модификации проходили под началом, я рассекречу вот этого человека, это Радислав Гатилов. Радислав Гатилов из Верхоянского доблестного нашего улуса. Да, руководитель одного из предприятий по изготовлению вот этих инновационных, я абсолютно без никакой иронии говорю, вещей. Я 50, извиняюсь, 3 годам впервые воспользовался вот этой самой Наташей, и у меня просто вот такой взрыв сознания, почему я этого не делал раньше. Да? Ну, казалось неудобным там каждый раз сдвигать, раздвигать, наворачивать и так далее. Но я даже в рекламе использовал вот этот образ. Да? Был у меня ролик, в котором артист Анатолий Кириллин говорил: о, теперь Наташу натягивать не надо. Да, то есть это как преимущество подземного гаража. Вообще, автодорожный факультет у нас очень продвинутая вещь. Это готовит специалистов по эксплуатации транспорта, по автодорогам, строительству автодорог, да, логистов и, получается, менеджмент автотранспортных предприятий. Так видели, да? Да. Ага. И автодорожный факультет прямо с начала возникновения вот этого феномена портативных гаражей занимается исследованием. Какого плана? Давайте вот начнем с этого. Ага, ну, исследование, мое направление исследовательской части, да, это изучение, исследование процесса изменения температуры в определенных узлах транспортного средства, в частности, в период его безгаражного хранения. То есть под безгаражным хранением подразумевается то, что хранение транспортного средства без отапливаемого помещения. И в последнее время нами было проведено очень много экспериментальных исследований, в частности, процессы изменения температуры салона автомобиля, подкапотного пространства автомобиля, ходовых частей и так далее. Да? То есть, в каком году? 2000... давно еще, да? То есть Радислав с молодым человеком, да, то есть подошли ко мне и порекомендовали тоже провести совместные эксперименты по исследованию процесса изменения температуры уже внутри портативного гаража. А до этого у нас был проект, тоже полустационарный, в том числе, и как раз-таки на волне этого нами было в 2017 или 2016 году мы организовали так называемую электропарковку, в котором машина должна была простоять, то есть, но с учетом того, что двигатель внутреннего сгорания устанавливается предпусковой подогреватель. И в комбинации с использованием портативного гаража и предпускового подогревателя все обеспечивается рабочей температурой. Погодите, в этих исследованиях наш доблестный Руслан Ачиров не принимал участие? Да, но Руслан Ачиров... На каком-то этапе же был, на следующем этапе, когда мы тоже провели, мы совместный проект тоже сделали, то есть одновременно ставили машины, да, то есть один автомобиль стоял без портативного гаража и второй автомобиль с портативным гаражом. И одновременно, абсолютно одновременное время датчики, которые были установлены,
полностью были идентичны. Машина одна и та же, и мы провели очень хороший эксперимент, и как раз-таки... Да. Вот к результатам и выводам этих экспериментов мы вернемся чуть позже. Но сейчас я бы хотел дать слово Радиславу, да? Верхоянск — это родина зайцев, заячьих одеял. Оттуда пошло, да? Оттуда пошло. Идея. Давай, вообще вот это... Ну, вначале, как всегда, молодая семья, без гаража, без ничего. Что делать? На охоте меня брали минус 50, минус 40. На диких оленей, на лосей и так далее. И мы спали, ну, грубо говоря, здесь, ну, в нижнем белье минус 50, да, под заячьей шубой, под заячьим одеялом. Ну, матрас, конечно, там из оленины, еще что-то такое, вот, из оленей шкуры в основном было. И такая идея зародилась, что мы сам начал с китайцами в то время, тоже нашли подпольный, грубо говоря, Подпольный цех. подпольный цех, да. Мы начали зарабатывать, шить из тех материалов, которые здесь есть. Ну, тогда по себестоимости уже дорого вышло, 30 тысяч. Ну, тогда, ну, самый хороший гараж на это был и портатив. Потому что у нее сейчас 3 слоя, грубо говоря, а у того было 6 слоев, грубо говоря. Да, очень тяжелый был. Он массивный такой был. Да, да. Со всеми вот этими зеркально отражающими элементами, со всеми. Ну, короче, по феншую все, По да? феншую, Да, конкретно да. по феншую было сделано. Мы-то не знали, что она тепло так держит. Просто я под ветерком держал, и утром пришел, уже двигатель такой, уже сразу надо было ехать. Ну, я подумал, уже опоздал, минус 30, мне не надо минус 50. Ну, ладно, подумал. Альберт есть, из Ивена Бадантая, оленевод, Алик его зовут. О, восстанавливаем историческую справедливость. Да. Он, вот, Михаил Кондаков, вот мой друг тоже, коллега мой, к нему съездили, он просто показал, вот, я такой не поверил. Что такое? Он говорит, да, вот, заложу машину, и так оставляю, короче. Ну, не мог объяснить, что да как. Никто ему не поверил, конечно. Никто не поверил. Я поехал уже сам в Китай уже смотреть. Тогда у него тоже узнал, вот китайский материал. Впервые у него узнал. Начинает. Поехал в Китай, Южный Китай, 20 фабрик обрели. Нашли самые хорошие материалы и начали шить здесь. Тоже первое испытание с своим соседом тоже. Возле Якутской энерго тогда жил. И получается, Якутская энерго, вот Владимир Владимирович тоже нас потом познакомились с ним. Он начал во дворе Якутской энерго делать электропарковки. А мы возле энергосбыта ставить свои вот такие еще 2 слоя. Никто же не знал, что она держит. Никто не знал. С простыней, со всеми делами. 2 слоя. Еще заезжали туда. Заезжали туда полностью. От грунта изоляции. Да, сосед мой без простыни, я с простыней, я все так боюсь. С первого тогда засверлили эти, чтобы кабель-канал вышел, чтобы ветерок поставить. Ну что, ждем. Минус 30. Утром просыпаемся, плюс 8, плюс 10 недельки. Потом опять минус 40, уже 0 градусов через 8-10 часов. Пошли вначале Потапов инженер. Я с ним в автобусе подумал, что такое. И пошли на завтрашний день Василия Моисеевича. Он был зам по инновациям, по-моему, и ФТПС. Институт физико-технических проблем Севера. Ефимов. Ефимов, да. И вот с ним мы начали уже очень плотно работать. Потом вот, ну, как-то параллельно все. Работали все хорошо. И Василий Моисеевич нас очень хорошо поддержал. В чем проблема вот, инноваторов? Это никто не верит. Потом, когда чуточку поверили, начались кражи. Страшные кражи. У меня под носом даже вот, украли, грубо говоря. Начал продавать под носом. Вышел на 5 минут, пошел, уже нету. Вот началось вот все это вот такая... Ну, сейчас же волна краж прошла, сейчас относительно безопасно. Мы начали там какие-то тросы. Начали, да, изготовители сами начали тросы сделать и так далее. Потом мы тоже об этом тоже думали, да, а потом решили соорудить на крыше автомобиля багажник, специализированный под портативный гараж. И, кстати, на этом мы получили 2 патента на полезную модель, то есть мы сумели открыть новое техническое решение. Ну, назвали его багаж-гараж. И как раз-таки до сих пор мы его модернизируем, делаем различные комбинации, полуавтоматизированные и так далее. Ну, разработок Наташи. Наташи. То есть лепестковые Наташи существуют, да?
В смысле, с 4 сторон опускающиеся? Лепестковые варианты тоже мы проводили исследования. Но здесь, конечно, техническая сторона там на липучке или же на этих... Ну, замок на клапанах, на да, больших объемных клапанах. По идее, почему нет? Они есть, да? Прототипы? Прототипы мы провели исследования, да, эксперименты делали. Но почему-то вот это, как сказать, массовое использование такой комбинации портативных Ну, так это и не пошло. На индивидуальные. Удорожание, Да, удорожание и теплопотери. Теплопотери, да, конечно, существуют. Ну, и здесь еще надо отметить то, что зависит от шова портативного гаража. Потому что мы в своих исследованиях тоже выявили то, что через вот эти швы теплопотери тоже достаточно большие. То есть вот это пробивание Да, иголкой, пробивание, да. иголкой, оно вызывает теплопотери. Да. Ну, аудит через тепловизор, все это мы провели, там тоже есть, но есть еще этот, как его, шов какой был? Клееный или как там? Бесшовный, сварочный, да? Сварочный, да. Сварной или запаянный, да? Вот запаянный, это. да. Да, вот как бы... запаянный. Да, ну, вот эта комбинация была получше, чем эти швы. То есть сейчас в массовом производстве вот эти идут сварные швы, да? Ну, опять-таки, наверное, это шовные идут все равно. Шовные? удорожание. Именно вот это. Ну, дальше я продолжу, наверное, Да. с хронологией. С Василием Моисеевичем мы вот тоже провели все это. И какой-то закон физики, оказывается, есть. Я не знаю, забыл название. Вот вы знаете. Что от минуса к минусу, вот, например, от нуля, вот, ну, здесь минус 40, и здесь 0 градусов, да? И там вот минус 1, и, ну, очень медленно идет. Ну, вот это вот заметили. Ну, Барьер, да. через теплоизоляционный Да, да. Очень медленно. Да. Разность температуры. Разность температуры. Вот это вот, оказывается, закон есть какой-то. Вот от минуса к минусу очень долго идет, через вот этот барьер. И, скорее всего, вот в советское время я вот начал изучать историю, и уже, оказывается, использовали наши северяне, Арктика, и вот они накрывали тоже, вот в то время дальнобойщики на Яне, и, скорее всего, Микане тоже, где вот добывали олово и так далее. Там использовали, оказывается. Но почему-то ничего не сохранилось, ничего не... Просто фотографии есть, я видел эти фотографии. То есть вот такими же Да. утепленными... Да. Там у них, наверное, в виде брезента, не утепленный, как оболочка закрытая. Да. И они вот, типа, что-то такое. Утепленное есть маленькое, утепление есть, и брезента, вот так вот они накрывали. Наши ученые, автодорожный округ, Институт физико-технических проблем и так далее, но очень все занимаются этими проблемами, люди тоже сами занимаются. Это очень хорошо. Очень год, когда-то мы начинали, 1-2 стояло, а сейчас весь город стоит. И один ученый нас что сказал? Люди, которые изменили зимний ландшафт города Якутска. Ну, по сути-то да. Но тут, смотри, Радислав, я справедливости ради, опять же, да, скажу, что первые массовые завозы начались с Улан-Удэ. Кстати, да, вот насчет этого. Массовые. Массовые, они пошли очень хорошим путем. В чем? Мы пока тут думали, вот эти 2-3 слоя надо соединить, правильно? 3 слоя надо соединить. Там специальное оборудование надо, что вот это вот большие вот такие сшивают вот в виде ромбика. Вот такого они просто не стали думать, как это все делать. Они просто 3 слоя взяли и по бокам просто. По краям. По краям, да, по краям. Но есть плюс слой, потому что мало швов, но есть свой минус. Вот это все растягивается и теплоизоляционный У них слой, бесшовные. Да, бесшовные. И у них все падает вниз, к сожалению. Срок эксплуатации. Срок эксплуатации маленький. Бурятия есть Бурятия, но все равно я подумал, что вот я же был в Китае, увидел их силу, что такое китайское производство, что такое китайская вообще вот промышленность. И сразу подумал, что мы через 2 года весь этот рынок потеряем. Вот так и случилось. Сейчас на китайский рынок сходите, все есть. 6 тысяч можете купить, сами материалы можете купить. Все, что хотите, все делайте. Здесь наши уже пошли, скорее всего, уже на индивидуальный подход. Палатки, кто-то хочет с
Под заказ, Да, под заказ, конструкцию. да. Под заказ конструкцию. Кто-то с окном хочет, кто-то вот замком Да, хочет, под с молнией. и так Кто-то далее. же делал юбки вообще, да? То Юбки, есть да. сверху одеваются прям на уровне капота, застегивают. Ну, потому что для больших автомобилей, для, ну, типа джипа, да, ну, действительно трудоемко. Трудоемко каждый раз, в день несколько раз там закрывать, накрывать, собирать. И плюс еще это собранное все надо еще в багажник запихать. Ну, трудоемко. Трудоемко. Ну, эволюция идет, смотрю, вот так смешно, да, становится, вот люди всякие придумывают, коробки, да, еще что-то. Из коляски, вот из этого же материала вот, для детей, вот я тоже видел, на коляске все это сделали и так далее. Ну, качество этих. Да, качество утеплителя. Унты еще некоторые, еще как бы, ну, Ну, в тренде же серебристая это. но все равно она материал такой, что она для промышленности, для машин, для железа создана, не для человека, честно. Она неудобная, да. Согласен. Я подозреваю, что внутри, ну, типа холофайбера что-то, да? Нет, давайте тут сразу определимся. Да, вот, сейчас материалы пошли очень плохого качества, скорее всего. Очень тонкий слой теплоизоляции, то есть это самого синтепона, и внутренний слой дышит без пароизоляции, без влагозащиты, грубо говоря. И весь тепло, когда выходит, конденсат, все образовывается, очень быстро образовывается, и вот это весь утеплитель покрывается льдом. И все, эффект маленький. А некоторые производители, ну, китайские, наверное, да, они в качестве утеплителя тоже используют тонкий слой целлофана. И, соответственно, оно, ну, грубо говоря, не дышит, все аккумулируется, и все, и за счет высоких разностей температуры образуются вот этот комочки вот эти. Плюс еще, если, например, автомобиль плотно прилегает к, ну, например, портативный гараж, если плотно прилегает к самому кузову автомобиля, и при длительном использовании конденсат образуется внутри самого автомобиля, утеплителя, да, через эту стенку. Понял. Да. И там очень много случаев, когда по весне Капает. внутренний там капает полностью. Ну, Это проблема, и это... Тут я могу поспорить чуточку. Да, нет, давай поспорим. Ну, здесь мы предлагаем сделать это, воздушную прослойку. Воздушная прослойка, ну, в багажник, например, да, то есть платформу подготовить, и обеспечивается воздушная прослойка, за счет этого возможно уменьшить образование вот этого. У меня как раз вот это вот, то есть сверху платформа, Да. и поверх платформы накрывает. И еще одной причиной то, что портативный гараж очень быстро, ну, впитывает влагу, когда люди используют, ну, хранят при транспортировке, что делают? Багажник. В багажник, внутри. А внутренний багажник, он уже теплее. Да. Соответственно, из-за высоких вот этих оттайка идет, потом холодание, и плюс еще портативный гараж, он сверху вниз защищен от снеговых осадков. И не полностью же, 100% чистить невозможно, поэтому... И за счет этого и образовывается. Тут ремарочка, короче, я в тот раз, есть технически продвинутые ребята, да, выходят, ну, собираются сдергивать свою Наташу, и я не знаю, откуда они достали, но они достали компактный такой ветродуй, да, аккумуляторный. Ветродуй, откуда они достали там, или они, ну, снизу-то хранить невозможно, там же аккумулятор просядет в любом случае. И взяли, хоп-хоп-хоп-хоп, все обметелили, да. Это тоже решение. Не, классное решение, на самом деле. Я еще раз делаю лайфхак, да, магазин инструментов и компактные вот эти ветродуи на 12, на 18 вольтовых. Я вот собираюсь, кстати, выпрашиваю себе, да, такое. Тоже хорошее решение. Хорошее решение. А то щеточки и так далее, вот это. Мы привыкли уже к ритуалу натягивания Наташи. Определенные разворачивание и сворачивание Наташи. Кто-то хранит щетки там под колесом. Особенно жалко девушек. Да, девушек. Женщин. Не, мне их не жалко. Мне жалко их. Мне их не жалко. Вот если бы сохранилась бы тенденция 6 слоев, да, было бы жалко. Ладно, согласен, там тяжело и так далее. А сейчас 2-3-слойные это очень легко, изи, как сейчас молодежь говорит. Ну, я не знаю, я человек старой закалки, скорее всего. Вот сейчас вот я смотрю, мне вот так держу. Как люди умудряются надевать вот эти вот так. Ну, уже пора бы, ну, через 20 минут у тебя определенные жизни, как быстро натягивать. Смотрю, вот оставляют, самое обидное, что оставляет вот
ладно, для трубы делать, надо либо заказ, либо сами делайте дырочку, да, вот для трубы, для выхлопной. Шланг найдите там, любой шланг можно подойти по размеру, главное. Или чтобы... снизу липучкой, да? Да. И еще вот когда вот она же легкая, чуть ветер, она вниз поддувает, тоже уже потеряли тепло. Ну да. Да, поэтому хотя бы там какое-то железо. Мы раньше шили там специальные железные тросы чуточку, да, чтобы были потяжелее, и снегом вот так, когда подтапчиваешь. И все-таки 2 слоя было, она очень была такая тяжеловатая, и она не давала вот продуваться. Сейчас смотрю, все продувает. Машин, да. Колыхается, наверное. Колыхается, Ну, да. если продувка идет, это бесполезно. Бесполезная вещь, поэтому еще вот хотелось бы обратиться к пользователям Наташ, Сахатентов, всех разных Ходотентов и так далее, чтобы правильно эксплуатировали, самое главное. Особенно надо учить девушек, женщин наших. И все-таки мне их жалко. Почему? Ну, минус 40 в перчатках каких-то что-то делают, ну, как-то... Я им всегда помогаю, когда хожу. Но вот что я говорю нашим ученым? Хватит, говорю, с вами вот эти вот, как там вот, строить вот эти вот багажники, не багажники, полупортативные эти какие-то, все тяжелое, все железное. Говорит, мне буква Г дайте вот так вот, чтобы и в виде парашюта, что веревкой просто вот одну веревку поднял, она поднялась. Веревку отпустил, машину накрыла. Все. Не, ну это уже аспекты, скажем так, полукапитального строительства, вот эти виселицы. Потому что здесь я тоже могу ответить для изготовителей вот этих портативных. Если хотим мы полностью облегчить вот это, да, надо поменять материал. То есть надо перейти к наноматериалам, скажем, да. То есть сверхтонкие, но с учетом того, что теплопроводность у них будет максимально низкая. Или с подогревом. Да, еще с подогревом, с различными функциями, да. Но в данном случае тот рынок, который сейчас у нас в Якутске, он не приспособлен к, как сказать, к применению автоматизированных механизмов, что могли бы облегчить именно по эксплуатации. Если существующая вот эта тенденция, она, действительно, какие-то, наверное, руководства надо писать, что ли, чтобы правильно держали и так далее. Но я думаю, что по портативным гаражам целая индустрия. Да. Кто-то сушит. Одна стирка чего стоит? Одна стирка, да. Стираем портативные гаражи. Да. Реально это же... Сушка, стирка. Да. Плюс еще ребята умудрились что сделать? Аренду. Оказать услуги снятия установки портативных гаражей. Там реклама, по-моему, там... ничего себе. То есть эффект мультиплицирования он есть. Да, он есть. То есть, с производством. Вот эти портативные гаражи, они нашли свою нишу. Да. Именно в Якутске? В Якутске, да. Эволюция идет. Мы уже думаем о портативных утеплителях. Я вот всегда нашим ученым тоже говорю, что нам надо очень легкий материал. Тоже 2-3 года работы над этими материалами. То есть мы и теплые полы использовали, инфракрасные что-то использовали, и вот эти вот бетонные, как называется вот это, который... Керамические обогреватели. Да, керамические тяжелые обогреватели в виде бетона. Явление такое, уберечь свой автотранспорт от резко отрицательных температур, оно вызывает вот такой вот процесс упорядоченный, да, он технологичный, он научный даже в какой-то степени. Не в какой-то, а он и есть научный. Потому что, целый у нас институт же был физико-технических проблем. Есть в институте. Да, тех проблем Севера, которые как раз влияние... У нас, смотрите, мы возвращаемся к той статье моего однофамильца. В одном из изданий он допустил то, что эксплуатация портативных гаражей вызывает у человека преждевременную смерть. Да, давайте теперь у источника мы спросим, а как было на самом деле? Здесь надо понимать то, что обратная сторона медали все-таки при использовании портативного гаража, она есть, но здесь... Один мы уже сказали, это конденсат. Конденсат есть. И еще максимальные выбросы выхлопного газа. То есть на окружающую среду, а не внутри вот этого салона автомобиля. Почему? Поясню. Да? Например, если автомобиль стоит под портативным гаражом на автозапуске, да, то есть в среднем за ночь он
заводится 3-4 раза, в зависимости от температуры окружающей среды. И как раз-таки именно время прогрева, то есть до срабатывания автозапуска, да, то есть отключения, там занимает, грубо говоря, от 30 до 40 минут. И этот период времени двигатель, он максимально на больших оборотах набирает определенной температуры, и этот период он выбрасывает максимальные выбросы. И это любой автомобиль, то есть старый, новый, да, потому что без разницы. Потому что, да, катализатор, он функционально начинает работать, когда достигается определенная температура. Эта температура от 250 до 300 градусов. Это и есть, но видите, здесь вот в этой публикации немножко по-другому. То есть, прозвучало то, что конденсат, он образуется внутри вот этого салона самого автомобиля. И речь шла о том, что выбросы, они выбрасываются на окружающих в северных городах. То есть проблема северных городов вообще есть. Это северные арктические города, это даже в Санкт-Петербурге есть, да. То есть вот эта проблема, она связана с тем, что выбросы, они тяжелее воздуха. И они накапливаются. То без Наташи машина включалась бы чаще, да? Да, вот. И этот цикл... Ремарочку. Да, и этот цикл повторялся бы в 4 раза чаще. Здесь надо понимать то, что если двигатель, да, он постоянно работает, он поддерживает определенную температуру, он нагревается, да, тогда он, допустим, катализатор работает. Но здесь, конечно, надо сопоставить, потому что надо признать то, что пока портативных гаражей было мало, на придворовых территориях мало машин было сравнительно. Да. А сейчас уже, грубо говоря, весь то есть стояночные места, они забиты. В то же время я проапеллирую к Татьяне Владимировне Маршалик, да, руководитель Гидромедцентра, который говорит, вот все вот эти явления, типа смога и так далее, они от автомобилей мало зависят. Да? Да, я тоже согласен. Мало зависит, потому что, скажем так, мощность двигателей КПД, она несопоставима с мощностью, которую котельные выдают, к примеру, или теплотрассы. Да. Есть такое. Но еще раз, соглашусь с тем, что холодный пуск двигателя, это, грубо говоря, как рашпилем по коже Наппа, да, тончайшей кожи, грубо пройти с рашпилем, примерно вот такой вот эффект вызывает у любого узла тонкой механики, который из себя представляет автомобиль. Холодный пуск — это вообще... Потеря ресурса автомобиля при низких температурах — это давно известно, и ряд ученых над этим занимались. Но здесь надо сказать то, что один холодный запуск, он эквивалентен от 100 до 200 километров пробега автомобиля. И каждый раз, когда автомобиль запускается на холодном запуске, и, конечно, это ресурс теряется. В чем плюс вообще эти портативные гаражи? Во-первых, это удобство. Все равно ты возле дома выходишь, мобильность. Во-вторых, она сейчас идет эволюция, да, вот то, что мы сейчас делаем, тех заданий и так далее, да, вот для утепления машин. Даже вот когда будем включать машину, она уже вот нити, да, вот эти теплоизделия, если мы там вот картер поставим, еще где-то, она намного быстрее согреется. То есть электрический еще там будет нагреватель еще усиливать. Это во-вторых. И в-третьих, сейчас если электропарковки пойдут очень хорошо, вот Якутскэнерго и некоторые технопарки очень хорошо работают. Но почему-то в городе они, не знаю, вот, пока свою... Мы начинали, даже ДП-2 ставили, но народ еще не готов. Не готов. Да, но сейчас уже идет тенденция к этому. Да, тенденция к этому идет. И, скорее всего, вот как в Финляндии, да, когда проект начинает делать... На проектной стадии уже начинают ставить уже вот эти электропарковки. Предусматривается. Да, и там очень даже в виде будильника такие ставят. Включаешь. Таймер. И утром, когда выезжаешь, тоже включаешь. Во сколько хочешь выйти. И утром в 6 часов включился до 7.
завел и поехал сразу. Вот такой должен быть... Не толмача, не нагружая, скажем, атмосферу. То, что я вот ранее говорил, да, например, если в автомобиль установлен предпусковой подогреватель, ну, простенький в народе мы говорим, это электрокотлы, да, то есть комбинация электрокотла и портативного гаража, она супер будет, да, решит эту проблему. Но проблема есть то, что у нас нет инфраструктуры. Например, житель 16-го этажа, он же не будет, допустим, да, провод то кидать. есть провод КГХЛ кидать, но кидают на самом деле. Да. Но это уже опасность с точки зрения безопасности. Но здесь необходимо, конечно, организовывать вот такие приспособленные электропарковки, ну, с розетками парковки. И это, раньше говорили, это сезонные, да, а сейчас уже, ну, потихонечку идут же автомобили, электромобили. Да. То есть в летний период электромобили могут заряжаться там, на парковках приспособленных, организованно. Ну, то есть время идет, задачи меняются. Да, задачи меняются. И, в принципе, я соглашусь. Я добавлю еще одну ремарку, да, к Радиславу. А вы посчитаем, давайте, количество осчастливленных людей, которые сэкономленные от аренды гаража деньги, да, получили новые телевизоры, подарки, одежду, телефоны, потратили на дополнительное образование детей. Психофизиологически они гораздо счастливее, чем без гаража ходить. Абсолютно. Здоровье. Абсолютно, да. Просто социальный эффект от вот этого, не только, скажем, экологический, технологический, не только, а какой-то эстетический даже аспект, а еще и есть социальный аспект. Социальный аспект в любом случае есть. Да. Мы в лице Радислава, он один из производителей. Производителей на самом деле много, да? Включая там производителей из Поднебесной. Здесь местные... Каждый может сейчас купить материалы и сам шить. Да, без проблем это уже. Конструкция, она достаточно проста. Да. То есть и процесс, например, задача – это сохранение теплоты, аккумуляция теплоты. Нет. И максимально длительное время. Евсей Евсеевич, я просто... хочу поставить пример производителям, которые не только вот в своем гараже кустарное производство наладили. Радислав мог пойти вот этим путем. Да? Нет, он пытается вникнуть в суть явления, которое он производит, да? Обращается к ученым, взаимодействует там с большими производителями, с разработчиками, модификации идут постоянно и так далее. И все это радует. Все производители местные были бы такие, то есть качество молока, качество мяса там, и так далее, все бы наращивалось, как и качество Наташи. Да? Я же на своем горбу, я просто очень сожалею, что не начал пользоваться портативными гаражами раньше, потому что есть момент, когда ты приезжаешь на работу, и у тебя от 6 до 8 часов автомобиль, он открыт в 7 утра. И в этот момент ты экономишь, на топливе, экономишь, на покупке запчастей. На расходниках. Да, на расходники, да, и эксплуатация любого автотранспорта, она чуть бы, скажем так, эндорфинов добавила. Просто добавила драйва, добавила радости и так далее. Поэтому огромное, на самом деле, спасибо, что пришли и очень открыто, даже, можно сказать, слегка фривольно поговорили об уникальном, на самом деле, феномене нашей северной столицы. Да? Это серебристый снег, серебристая луна и серебристые Наташи. Хотя сейчас Наташи пошли же разноцветные. Разноцветные. Да, любой Я цвет. бы хотел сейчас выйти за рамки всего того, что, да, чему мы никогда не обгоним Китай, никогда не обгоним тех же крутых. Вот сейчас те же тепломатериалы, скорее всего, которые даже вот, смотрю, на войне используются, да, вот тепловизоры. Скорее всего, они то ли они от космического отрасли, ну, они говорят, очень тонкие, ну, скорее всего, дорогие очень. Вот эти материалы как-то удешевить. И самое главное, в чем мы должны, я считаю, что мы, ну, во-первых, здесь должно быть какое-то оборудование, которое вот все сшивает, все 3-4 слоя здесь вообще. Ну, скорее всего, над этим подумаем. И, во-вторых, все-таки наши физики должны разработать хотя бы такой материал, который будет равен теплоизолирующим свойствам той же заячьей шкуры, того же волка, того же белки хотя бы. Меху, короче. Меха, да, к меху.
Из местного сырья. Из местного сырья. Если мы фундаментально, мы это как какой-то сделаем секрет, тогда, да. Ну, мы для этого все есть. Наш холод есть, и мы сами хотим этого. Ни китайцы этого не хотят, никто не хочет. Даже сибиряки особо об этом волноваться не будут, потому что у них минус 40, и редко, 1 неделя, все. А у нас постоянно. Месяца два, да, может да. быть. Месяца два. Поэтому вот тут просьба к ученым нашим, да, тоже. Ну, И здесь что надо, обращайтесь. здесь Да, надо концептуально, собраться, да. как сказать, коллаборироваться. Да. То есть должна быть коллаборация наука и производство. Если с точки зрения этих двух направлений создать какую-то сверхпрактичную, современную и достаточно эффективную, тогда да. Я предлагаю под эгидой какого-то общественного либо объединения и так далее сделать круглый стол, еще раз, перспективы развития круглогодичной эксплуатации автотранспортных средств. Ну, в принципе, это могут быть и различные аспекты, это могут быть и какие-то пневматические конструкции, которые, купол вот это накрывает моментально, да? Да. Это могут быть... То есть должна быть целая линейка. Да, целая линейка. От простой до модернизированной. Заканчивая эксклюзивной из верхоянских заячьих шкурок, которые, в одном единственном экземпляре. Шей такую и разыграй на аукционе, Радислав. Кстати, сейчас заячье одеяло имеет... Оно же легкое, как это. Легкое, да. Оленья шерсти и так далее. Сейчас она стала очень дорогой. Зайцев мало. Сейчас смотрел цены, да. Нагнать, догнать и... 50 тысяч стоит уже. Ну, она настолько легкая, настолько вот быстро... Да, настолько воздушная, что она превращается в очень маленький этот кулечек, грубо говоря, так. Даже меньше... того же наших Наташ, которые вот так... Но опять-таки надо здесь экспериментировать. Потому что наш научный интерес в чем? Процесс изменения температуры внутри этого портативного гаража. Хотя она очень просто звучит, но именно вот этот процесс, он... интересен. Ну, мы смотрим, гагачий пух, да, там сцепления вот эти, которые микрокапсулы воздуха образуют. Вообще же у нас любой лучший теплоизолятор — это воздух же, да, Евсей Евсеевич? Если вакуум создается. Если вакуум, да. Но портативный гараж создать вакуум, это очень сложно. Да, поэтому еще раз говорю, давайте мы проведем определенную киноинициативу какую-то, да, связи же много, в принципе, вот, и по линии общественника, по линии местного производства того же, да, развития. Создать круглый стол по расширению перспектив круглогодичной эксплуатации транспортных средств. Мы не тупо сидим вот так вот, просто обсуждаем Наташа как явление. Мы пытаемся найти какое-то решение. То, что Радислав говорит, есть какие-то вот эти нити, Петр Чахардун, который продвигает. Да? Есть наработки автодорожного факультета, есть наработки Института физико-технических проблем. Поэтому, я думаю, и ученым, и разработчикам, и эксплуатантам, то есть автолюбителям, и что сказать, да. То есть я хотел вот кинуть какие-то рационализации идей, прошить тут веревки, ремни, чтобы через машину быстрее натягивать там и так далее. И так далее. Идей очень много. Идей очень много, да. Идей очень много, но... И они касаются всех. Да, касаются всех. У кого спроси, у меня есть такая идея, на мой взгляд, эта идея самая хорошая. Да. Там очень много идей, но надо ее реализовать. Мало реализовано. Да. И кто берет ответственность на реализацию, их тоже очень мало. Очень мало. Да. Вот. Хорошо, что ты принял ответственность на реализацию вот этой твоего утеплителя. Да? Пусть их будет больше, еще раз. А конкуренция, китайские они безразмерные. И они... С ними конкурировать качество... бесполезно, честно говоря. Их только 2 слоя сейчас можно сразу. Да. Вот, кстати, рекомендую 2 слоя делайте. Покупайте сразу, да, 2 и 2 слоя. Да, 2 портативки. И одну на другую, да? Одну на другую, да. Вообще будет круто. Кстати, мы тоже проводили эксперименты. И результат очень хороший. Да, вот так. 2 китайских, да? Да. Ну, не прям китайским, без разницы. Если двойной сделать, вот такие лютые морозы, конечно, эффект. Не, ребят, я не согласен. 2 раза Наташу натягивать, да? Мальчика дублики дать, так что на этой веселой очень ноте, да, предпраздничный день, предрождественский день,
день мы заканчиваем вот эфир, который посвящен уникальному, на самом деле, явлению Якутска, и не только Якутска. На самом деле опыт принимается другими городами. Да? Другие северные города тоже говорят, слушайте, якуты в этом отношении-то молодцы, продвигают. То есть инновации какие-то ощущают они. Наташа, портативный гараж, утеплитель для автомобиля, который просто позволяет нам экономить на эксплуатации нашего транспортного средства. Это программа «Один из нас». Увидимся.